Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май месяц 2020 года для львов. Посмотрим, что ждет в этом месяце по 3 декадам. Так, теперь карта на месяц, основная карта, 4 жезлов. Теперь первая декада. Туз жезлов. Вторая декада, 8 мечей. И третья, 3 пентаклей. Очень хорошие энергии у львов в этом месяце. Они соответствуют как раз огню, да, и получается так, что вам будет очень комфортно в этих энергиях находиться. Тем более 4 жезлов, она всегда у нас символизирует достижение результата, к которому мы давно шли. Карта, когда у нас такое ощущение триумфа, у меня получилось, я сделал. Это может быть и успехи в работе, в делах, в деятельности. Это может быть какие-то приобретения. Это может быть заключение каких-то важных договоров, вплоть до свадеб, да, браков. Очень хорошая карта, которая показывает уже какое-то прочное, стабильное положение. То есть львы в этом месяце могут как-то утвердиться очень даже хорошо в новом качестве в каком-то. 4 жезлов, она у нас астрологически связана с Венерой в Овне. То есть Овен – начало, когда мы действовали в новом направлении, у нас были новые цели и планы, а Венера – это уже получение результата. Мы уже как бы в материальной форме можем увидеть наши старания, да, наши результаты, наши достижения. Это могут быть деньги, это может быть договоренности какие-то, выполнение договоров, да, это все что угодно, что мы можем как бы видеть глазами, трогать руками и так далее. То есть здесь уже материализуются наши желания, наши, как сказать, наши усилия приобретают форму. Очень хорошая карта. Вообще эта карта такая очень праздничная, когда вот это состояние удовлетворения от того, что мы достигли, очень так как бы внутри долго держится. Обычно такие моменты сохраняются вообще в памяти на всю жизнь, когда мы вот в чем-то побеждаем, какие-то у нас очень большие достижения. А теперь первые 10 дней мая для львов туз жезлов. Карта говорит о том, что здесь все, что нужно для того, чтобы начать. Карта говорит о том, что будет какая-то очень хорошая возможность, и вас прям будет как бы зажигать она, вас будет распирать энергия, чтобы начать действовать. И ни в коем случае не нужно ее гасить, потому что может такое произойти. Либо кто-то из вашего окружения вас начнет останавливать, либо может быть просто общая ситуация какая-то будет не очень благополучная, и вам будет казаться, что вот если я сейчас начну что-то новое, да, вдруг у меня не получится, я больше потеряю. Ни в коем случае здесь нельзя никого слушать, нельзя обращать внимание на какой-то негатив. Только себя слушайте, только свои вот эти внутренние побуждения используйте, да, здесь очень хорошая возможность добиться успеха. Опять же, вот эта карта главная, она и говорит, что если мы воспользуемся вот этим шансом, который будет в первые 10 дней мая, то у нас успех и будет в этом месяце. Если же не воспользуемся, то вот видите, у нас есть в середине месяца такая карта сомнений, да, сложностей. То есть все тут зависит от нас и от нашего окружения. Если наше окружение на нас тут очень сильно влияет, то может быть тогда и облом. Кроме того, вот туз жезлов – это карта старта. Карта, когда много очень
сил, да, мы можем вложить в дело, и они у нас есть. Нам хватает здоровья, нам хватает терпения, нам хватает идей, нам хватает помощи, то есть, ну, абсолютно все у нас есть. То есть, вот просто сама жизнь идет нам навстречу. Вот обязательно желательно этим воспользоваться. Давайте теперь посмотрим, что будет во второй декаде мая у львов. Здесь 8 мечей. Карта говорит о том, что опираемся на себя, ищем свой внутренний стержень, избавляемся от страхов, от любых зависимостей. Нужно обязательно освободиться от того, что нас держит. Ни в коем случае нельзя доверять какому-то негативному мнению других людей о себе. Нельзя соглашаться на какие-то рамки, да, в которые нас ставят другие люди, либо мы сами себя загоняем, боясь выйти вот на какой-то новый уровень, начать новое дело, взяться за что-то новое. Вот это как бы главная такая идея. 8 мечей – это у нас Юпитер в Водолее. То есть карта говорит о том, что успех будет только тогда, когда будет свобода. Свобода во всем абсолютно. Свобода от своих каких-то ограничивающих убеждений, свобода от страхов, свобода от каких-то старых установок, которые ну вообще уже никак не работают, свобода от окружения, которое сдерживает, которое обижает или унижает, или еще в какую-то зависимость вводит. В общем, здесь вот только тогда будет успех, когда вы будете только на себя рассчитывать, когда вы будете себя вести каким-то таким только вам присущим способом, образом, да, вот когда вы проявите себя абсолютно не похоже, так, как люди от вас не ждут. Просто вот вы свободны, дорогие львы, в этом месяце для того, чтобы достигать успеха. И ни в коем случае не цепляться за прошлое, за старое или не прикрываться тем, что кто-то вам что-то не разрешает. Теперь третья часть месяца, последние 10 дней, это у нас тройка пентаклей. Карта говорит о том, что очень хорошее время для того, чтобы достигать уже вот в начатом, в чем-то получать результаты, достигать каких-то вершин, выигрывать. Карта очень хорошая для первых результатов, когда мы убеждаемся в том, что мы выбрали правильное направление, что нас поддерживают люди, что к нам приходят деньги. В общем, карта очень хорошая, которая говорит о том, что еще будет рост, еще будет улучшение, и сейчас только начало. Карта также говорит о том, что будет какой-то выигрыш, может быть. Деньги приходят на какие-то нужды каждодневные. Деньги могут приходить, кстати, и на довольно-таки крупные вещи. Может быть, даже кто-то будет обустраивать там жилье свое, мебель покупать или еще что-то такое, да. Но вот здесь как бы на более крупное, на что-то, здесь пока еще денег нет. То есть вряд ли это возможно, да. То есть если, допустим, вы хотели недвижимость покупать или еще что-то такое, все-таки вот этот месяц, скорее всего, рано, да, не получается здесь что-то. Здесь какие-то более мелкие траты, более мелкие покупки могут быть. Давайте посмотрим, что будет в отношениях у львов в этом месяце для тех, кто в поиске партнера. Замечательная карта, которая говорит о том, что можно встретить человека, который вам идеально подходит, вас дополняет, человек, с которым впоследствии можно заключить брак, создать семью, появятся дети и так далее. То есть как бы на долгие годы можно создать отношения. Кроме того, это карта ответственности, да, если, допустим, вы встречаете такого человека, который вам подходит идеально, нужно обязательно брать на себя ответственность за него и за ваши отношения. То есть как бы здесь такие вот легкие отношения, они не приветствуются. Скорее всего, тогда вы можете навредить даже своим отношениям, если вот здесь какой-то свободный такой, как бы свободное отношение.
без обязательств. Для тех, кто в паре, туз мечей выпадает. Карта говорит о том, что придется какие-то очень важные вопросы решать. Может быть, какие-то документы заполнять. Кстати, очень часто эта карта показывает заключение брака. Вот по этой карте у нас тоже может быть брак, да. Может быть, кстати, здесь и рождение ребенка. Какие-то очень-очень важные события в вашей паре, которые меняют вообще совершенно ваши отношения, выводят их на новый уровень. Здесь могут быть какие-то новые соглашения, перемены в жизни. Здесь может быть, знаете, такой переход на новый уровень. Но тоже это, скорее всего, ситуация назрела, и ее просто нужно решать. Как-то решительно действовать, принимать на себя ответственность, да. То есть никак тут не получится легко эту ситуацию решить. Также карта очень часто связана с орудиями труда. Может быть, очень много вам вдвоем в этом месяце придется, допустим, работать по дому, да, то есть, ну, может быть, таким образом проиграется. Это если в более бытовых таких условиях. Ну и также эта карта говорит о том, что нужно искать взаимопонимание, нужно искать общие точки соприкосновения, какие-то общие интересы для того, чтобы вот ваши отношения выходили на какой-то новый, более лучший такой уровень. Для тех, кто в ссоре, карта суд. Ну, здесь карта, конечно, очень серьезная. Здесь либо расставание окончательное, бесповоротно, либо наоборот вы на долгое время вместе. Тут уже все зависит от того, что вы раньше в эти отношения вложили. Да? Если вы действительно не подходите друг к другу, то лучше вам расстаться. И вот эта карта говорит о том, что здесь это будет происходить, ну, во что бы то ни стало, да. Если же вы подходите друг к другу, то наоборот, опять же, нужно брать на себя ответственность, нужно создавать семью и так далее. То есть эта карта тоже очень серьезная, карта новой жизни, когда здесь не только вы друг другу принадлежите, да, но еще и карта семьи, в которой рождаются дети, там, внуки и так далее, и так далее. Когда это все надолго, прочно и серьезно, когда вы влияете друг на друга очень сильно. А теперь работа. Для тех, кто в поиске работы. Королева жезлов выпадает. Карта очень хорошая, которая говорит о том, что вы задумаете что-то, начнете действовать и получите результат. Это может быть руководящая должность, либо это может быть человек, который вам помогает найти вот как раз то, что вы хотите, такую должность получить, как хотите. Но так как это карта жезлов, нужно обязательно показывать себя во всей красе, как можно больше проявляться, не стесняться говорить о своих достоинствах, показывать всякие свидетельства, дипломы и так далее, показывать различного рода рекомендации, показывать, что вы умеете. В общем, тогда это все вам будет на благо. Теперь посмотрим, что ждет тех, кто работает у нас уже. Пятерка пентаклей, карта кризиса, да, пока еще вот львы из кризиса не вышли, но здесь все-таки такой благотворный момент в чем? В том, что это переход в любом случае к новому, к лучшему. И та ситуация, которая была раньше, такая стабильность, да, когда у вас не было никаких особых перемен, была уверенность в завтрашнем дне, все, она закончилась, ее больше нет. Но хорошее в том, что вы выходите на новый уровень. То есть вот благодаря вот этому кризису вы станете задумываться о том, а что бы вы еще могли бы делать, чем бы вы могли бы зарабатывать. И тем более здесь, вот знаете, вот по этой карте больше всего идет самовыражение, то есть как индивидуальность себя выражать. Не просто зарабатывать деньги, может быть, любой работой, даже нелюбимой, да, а только то, от чего ваша душа поет. И вот львам предоставляется такая возможность в мае как раз вот нащупать в себе вот это вот направление, да, которое дает вам радость, и начать в нем развиваться. Да, здесь будет непросто. Нужно будет обязательно добавлять себе каких-то знаний, умений, искать себе
людей в помощь, в общем, расширять свои горизонты, но зато впоследствии будет очень хороший результат. Но отрицательная сторона у этой карты: вы можете просто начать жаловаться, да, всех обвинять, и тогда не реализуете эту возможность. Тут нужно быть осторожней. Для тех, у кого свое дело. Девятка мечей. Очень много страхов, очень много лишней информации и слухов, болтовни. Вот карта рекомендует не воспринимать это. Вот получается так, что вы теряете сейчас свою энергию. Вместо того, чтобы вкладывать ее в развитие, в дело, вместо того, чтобы сконцентрировать энергию в каком-то одном направлении, пусть даже в обучении, если пока не можете реализовать свое дело, свой бизнес, вы намного большего достигнете, чем просто растеряете эту энергию. Посмотрите, мечи в разные стороны смотрят. Они совершенно как бы в вашу сторону и не направлены. То есть вы просто отдаете свою энергию другим людям, обстоятельствам, слухам, разговорам, и все. И получается, что эта энергия ушла, назад не вернется, и результаты, естественно, вы тут можете не получить. Карта говорит о том, что нужно быть готовым менять все, нужно быть готовым действовать в новом направлении, переучиваться, выходить на какой-то новый уровень, на новые сделки, на новых клиентов. Если это делать, то успех будет, переход будет на новый уровень, дохода увеличение будет. Если же вы будете тратить энергию зря, то тогда вот наоборот этот процесс затянется, результата не будет, и вы как бы на старом месте уже не можете оставаться, до нового никак не можете дотянуться, и вот в таком кризисе можете долгое время оставаться. Поэтому здесь вообще нужно оградить себя от слухов, сплетен и какой-то лишней информации, сконцентрироваться на новом, на обновлении своего дела, своего бизнеса. Девятка мечей – это у нас Марс, Водолей, то есть вам нужна свобода. Свобода от предрассудков, от даже своих каких-то убеждений, которых вас в рамки загоняли, может быть, от каких-то привычных методов ведения бизнеса и так далее, и так далее. Тогда у вас все может меняться. Марс – это всегда новое. Марс – новые цели, новые дела, энергия новая. То есть вот туда нужно это все тратить, а ни в коем случае не впустую. Финансы для львов. Паж чаш. Ну, конечно же, по этой карте финансов особо ждать не приходится, если только в качестве каких-то подарков, либо в качестве частичной какой-то оплаты. Но здесь закладывается основа. Здесь новый какой-то финансовый поток. Вы еще пока что учитесь, нащупываете вот это направление, как лучше его развивать. Только что-то начинаете, вкладываете, да, поэтому здесь еще больших денег нет, но зато хороший потенциал. И опять же, вот эта карта тоже нам говорила, что у вас будет улучшение именно в плане того, что вы будете радость испытывать от работы, если пойдете новым путем. То есть и удовлетворение от того, каким способом вы деньги зарабатываете, как вы общаетесь, где вы работаете, какое у вас место комфортное и так далее, и так далее. То есть здесь вот ваши финансы в мае могут в совершенно новом качестве начать приходить, может быть, по чуть-чуть пока что, но потом это все будет улучшаться, развиваться. Совет на май. Шестерка жезлов. Опять же, карта жезлов очень хорошо, она соответствует карте льва. Это и есть, в принципе, сам лев, когда он руководитель, когда он на коне, когда он показывает свои самые лучшие стороны, привлекает к себе внимание, когда, знаете, когда есть какая-то власть, да, может быть, кстати, вот совет, нужно стремиться к максимальной власти, какая только возможна для вас. Если, допустим, вы наемный сотрудник, то вот какая для вас следующая, вершина власти, да? Если же вы уже многого достигли, может быть, вам следующим шагом должно стать предпринимательство, да, свое дело. То есть, вот смотрите, вот здесь о власти карта говорит, очень важно нацеливаться на что-то высокое, новые цели какие-то ставить, которые вы с удовольствием будете осуществлять, заниматься любимым делом обязательно, какие-то вот творческие специальности использовать. Ну и, конечно же, вот
карта соревнований, каких-то конкурсов, пари. Вот здесь вот могут быть победы. Поэтому если у вас есть такая возможность как-то себя вот так проявить, то это очень полезно. Будет иметь такие далеко идущие последствия. Кроме того, вот карта рекомендует поддерживать в себе состояние счастья, энтузиазма, благодарности, особенно благодарности к другим людям, которые вместе с вами работают, вместе с вами зарабатывают деньги. И также эта карта очень часто связана с удачным инвестированием. Да? Если вот есть возможность как-то выгодно вложить деньги, но обязательно рассчитывать нужно. Вот здесь может быть удача. Ну и хорошая карта, кстати, для рекламы тоже повлияет на дальнейшее ваше продвижение. Друзья, желаю прекрасного месяца мая, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!